Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики, огромное вам всем спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие события и ситуации ждут вас в ближайшие дни? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, какие события, какие ситуации ждут меня в ближайшие дни. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что от нас скрыто, и то, чего мы так сильно желаем знать. Так, мои милые, интересно, в ближайшие дни вы найдете какого-то единомышленника, человека, который вот прям как вы, вот прям зеркальное отражение, да, копия вас, одинаковые мысли, одинаковый какой-то разговор, одинаковые выражения, одинаковые стремления, одинаковые желания. Вы с этим человеком, но вот знаете, как встретившись, поговорив, больше вот как будто бы никогда не расстанетесь. Либо вот прям примите решение, что все, вот он идеальный мой человек, идеальный там возлюбленный, либо идеальный друг. Интересный очень человек идет в вашу жизнь. Возможно, вы уже знаете этого человека, но у вас как бы не было какого-то прям близкого контакта, вы как бы не общались, да, не знаете ничего про этого человека. Будет разговор, и разговор будет очень долгий и невероятно интересный. В этом разговоре вы вот знаете, как на одном дыхании его проживете и вообще потеряете счет времени. Дальше, милые, здесь будет признание в любви. Вышла большая чаша, а над ней звезда находится. Значит, здесь либо ваш человек наконец-таки вам признается во всех своих чувствах, в намерениях и даже, возможно, сделает предложение, а у кого-то это будет неожиданное признание, ну, скажем так, не менее приятное. Знаете, иногда бывает, что неприятно, когда... например, близкий друг, да, был вашим другом, и тут в один момент говорит: знаешь, я тебя люблю. А вы стоите и думаете: господи, а что мне теперь с этим делать? Я ведь тебя не люблю. Я ведь хочу, чтобы ты был моим другом, да, и чтобы у нас все было как прежде. А теперь вот такой конфуз получается. А здесь будет очень приятно. Приятно, что именно этот человек вам признался. Либо вот само признание какое-то будет очень прям такое нежное, романтичное. Здесь вот какая-то девушка, женщина испытает просто, сказать, что салют, там фейерверк, нет. Это будет нечто вот как на Луну, не знаю, слетать. Какие-то самые невероятные чувства испытает. Так, для мужчин хочу тоже сразу предсказание сделать. Мужчина поймет, что очень нравится какой-то молодой девушке, гораздо младше, чем он. И для этого мужчины, может быть, даже последнее там время он был озадачен этим вопросом, что я там, например, уже там не молодею, что вот какой-то такой короткий, да, срок у меня был там на молодость, вроде много работал, ничего в жизни не успел. И, может быть, мужчина, который даже много неудач пережил там в семейной жизни, в любовной жизни. И тут совершенно вот какая-то юная девушка молодая начнет проявлять интерес. Причем интерес настоящий, не наигранный. Будет вам очень-очень приятно. Не отстраняйте эту девушку и знайте, что возраст любви не помеха. То есть вот как-то так для себя, да, чтобы вы там не смущались. Так, еще момент ситуации на работе связанный. Значит, берегитесь, потому что у вашего начальства, например, у вашего руководителя, либо каких-то ваших, может быть, бизнес-партнеров, какие-то грандиозные планы на вас. Планы, которые для них, конечно, там просто топ, а для вас они не совсем подходят. Значит, будьте готовы к тому, что будет очень такой конструктивный диалог, в котором вы должны четко обозначить, что вам подходит, что не подходит, что вы принимаете, что вы совершенно категорически, не то чтобы даже не приемлете, на дух не переносите. Это очень важно, потому что
Но там не идет речь об обмане, либо о каком-то моменте там наживы, да, какого-то своего интереса. Здесь именно человек не до конца, да, понимает, что делает. Вот. И какие-то вроде задумки грандиозные, но там очень много воды, либо очень много каких-то сложных моментов для вас. И здесь нужно будет просто отстоять свою линию аргументированно, четко, без скандалов, без криков. Вот просто обозначить, вот прочертить свою дорожную карту и сказать, вот как-то так и никак иначе. Принимаете, либо не принимаете, но я вижу, что вы договоритесь. Долго будете говорить. У вас вообще какое-то время разговоров идет, очень много разговоров. Смотрите, и любовные разговоры, и с друзьями, партнерами, там, может быть, руководителями разговоры, и телефонных разговоров очень много я у вас вижу. Прям телефон как будто бы из рук выпускать не будете. Постоянно какой-то разговор. Вы постоянно как будто бы на связи, да, вот. Очень много людей активизируются, начнут вас вспоминать, вам звонить, писать, вот как будто бы вы на расхват получаетесь, да, очень такое вот какое-то жаркое время идет, когда каждый пытается вас притянуть в свою жизнь. Вот момент, который вас немножечко даже в какой-то ситуации будет раздражать, потому что у вас и своя жизнь, и свои какие-то дела, вам постоянно кто-то названивает, что-то там вам говорит, рассказывает, да, вот немножечко подбесит вас эта ситуация. Но понимаете как? Родственники, друзья, они на то и даны, чтобы с ними делиться. В принципе, я вижу, что вы не будете скандалить, да, возьмете себя в руки. В принципе, тут, может быть, даже с кем-то придется немножечко, так, знаете, как проигнорировать, да, чей-то звонок и, как говорят, отморозиться. Но не страшно, не страшно, все в жизни бывает. Ничего тут прям такого крамольного я не вижу. Так, еще в ближайшие дни здесь какая-то дележка будет происходить. Дележка достаточно несправедливая. На ваших глазах, либо без вас кто-то что-то попытается разделить и очень несправедливо по отношению к вам. Почему такая ситуация? Возможно, был какой-то разговор в прошлом, либо кто-то что-то сказал, что вам особо и не надо, да, либо вы сами как-то вот в разговоре сказали, что да, мне это не нравится, я это особо не хочу, мне это особо не подходит. У человека это отложилось на подкорке. И когда вот человек будет делить, он скажет, это не потому, что он жадный, либо там шкурный, а потому что человек просто вспомнит вашу реакцию, либо вот ваш ответ, что типа, я этого не очень хочу, либо мне это не очень нравится. И, скажем так, случайно вас обделит. Здесь, опять же таки, не надо скандалить, не надо обижаться, ни в коем случае нет. Просто скажите, что я хочу большего, либо я хочу по справедливости. Этого будет вполне достаточно. Так, здесь какая-то девушка, женщина-девушка испытает неприятный момент, связанный с мужчиной. Причем мужчина себя поведет достаточно, как ребенок, да, либо сильно разобидится, прям так, что прям вообще ее там вычеркнет там из списка контактов, заблокирует, может быть, в каких-то социальных пабликах. Вообще, вот как, знаете, как ребенок, да, губы надует, все, типа расход, развод, разбежались. Потом пройдет буквально там, может быть, даже несколько часов, либо там пару суток, да, человек назад все вернет. Значит, и кто-то из девушек еще, кстати, может узнать о каком-то своем знакомом, что человек ее где-то в чем-то обманывал. К сожалению, идет именно такая информация. Может быть, человек не свободный, может быть, человек, знаете, как пуха на себя набросал, там лишнего наговорил. А когда пришло время ответить за свои слова, он просто выберет такой вариант, что он исчезнет, да, испарится. Вот где, ищите меня. С кого спрашивать? Не с кого спрашивать. Я где-то там сижу в теплом месте, отсиживаюсь и носа не показываю. Значит, девочки, ни в коем случае не вините себя. Вашей вины ни в чем нет. Здесь именно человек вот именно струсил, потому что он вам до этого что-то сказал неверно, неправильно, какую-то искаженную информацию о себе, либо о своей ситуации вам дал. А теперь ему очень стыдно посмотреть вам в глаза и сказать правду. А с другой стороны, а зачем вам такой человек нужен, который, понятно, вот смотрите, я могу принять, вот я как человек, да, я могу принять ситуацию, что человек мог там в какой-то момент исказить, даже приврать мог, да, там, желая произвести на вас какое-то мега впечатление. Но если ты настоящий мужчина, либо если ты порядочная женщина, если пришел момент, когда нужно отвечать за свои слова, если сказать нечего, скажи правду.
И объясни, да, я настолько сильно там в тебя был влюблен, настолько сильно жаждал твоего внимания, что я там тебе наврал. Извини, прости, очень сейчас каюсь. Вы же не монстр, вы же, конечно, поймете и простите, возможно, даже поможете этому человеку. Но если человек трус, если он, знаете, как нашкодил, убежал и спрятался, ну это уже патология. С таким человеком лучше, ну, не связываться, да, и будьте вот как две параллельные, да, пройдите просто, не касаясь друг друга. Вот это будет правильно. И ни в коем случае не вините себя. Просто не ваш человек. Этот человек преподнес вам урок, что люди могут быть такие с хитрецой, слабенькие, да, трусливенькие. Примите этот урок с благодарностью и, пожалуйста, его отпустите. Ни в коем случае не зацикливайтесь и уж тем более не страдайте по этому человеку. Так, у кого-то будет время красоты, или, не знаю, будете наводить марафет. Кто-то пойдет по салонам красоты. Здесь может быть все что угодно, начиная от там, банального, да, перекрасить волосы, подстричься, заканчивая какими-то очень серьезными процедурами. Будете проходить. Сразу хочу сказать, что вот для тех, кто будет какие-то процедуры делать, здесь результат будет через время. Вот то, что вам сделают, может быть, даже оно как-то и не очень будет выглядеть, но поверьте, расстраиваться не надо. Результат, ну вот именно тот результат, который должен быть, он будет через время. Может быть, чего-то, кстати, вы не знаете о тех процедурах, которые собираетесь делать. Тут лучше почитать, спросить у своего мастера, у своего доктора, да, прям все расспросить, как будет происходить, как это будет на каждом этапе, например, выглядеть, сколько по времени это занимает. Будьте аккуратны. Так, и еще момент, тоже девочек касается. У многих девочек какое-то мероприятие серьезное. И вот девочка хотела бы себе что-то сделать необычненькое как раз вот под это мероприятие. Я вас прошу, делайте зараньше, либо уже не делайте. Потому что там тоже, знаете, может быть какой-то неожиданный подвох вот в той процедуре, которую вы хотите, либо планируете. Может быть, ну вот я даже не знаю, как пример привести, но смотрите, что я вижу. Я вижу, что девушка, желая быть очень красивой, что-то себе делает, а результат этой процедуры, он, например, приходит там на 10-й день, да, а она вот думает, ой, у меня через 2 дня какое-то важное свидание, я вот себе там что-нибудь там, ну не знаю, там улучшу кожу, да, какой-нибудь процедурой. Ей делают какие-нибудь, может быть, там инъекции, либо какая-то, может быть, аппаратная процедура идет, и у нее после этого идет реакция, ну, естественная реакция организма. И она не успевает, да, до этого свидания, либо до этой встречи, либо до мероприятия прийти в себя. Но чтобы вот этого не случилось, лучше проконсультируйтесь, вот прям расскажите о своих планах и проконсультируйтесь со своим мастером, либо с доктором, который вам будет делать процедуру. Это очень важно. Так, еще важный момент касается какого-то дела, которое будет, скажем так, отложено, либо без вашего даже участия как-то произойдет. Не могу понять как, но вот я вижу, что вы настраиваетесь на какое-то дело, на какой-то результат, вы там готовитесь, тщательно подготавливаетесь, вы идете, там, например, в учреждение, либо в место назначения, а вас там уже встречают с этим результатом. То есть вы думаете, ничего себе, зачем я готовилась, зачем я все это делала. Значит, там тоже вот перед тем, как выходить, да, из дома, ну буквально говорю, перед тем, как какое-то дело совершать, лучше вот прям узнать, как происходит процедура, что делают, как это все должно происходить, чтобы вы лишнего времени своего драгоценного не потратили на пустое. Так, и еще важный момент для тех, кто живет, ну вот как один человек живет, да. Здесь либо дети взрослые приедут в гости, причем какой-то прям компании большой, много людей в один момент приезжает. Вы можете быть просто не готовы, например, ну, пустой холодильник, да, то есть, ну, там человек один живет, сколько там надо. Либо вот какие-то гости могут нагрянуть, совершенно нежданные. У человека на этой почве даже может быть стресс, потому что вы не готовились, вы не ждали. Может быть, у вас там, на ваш взгляд, да, не совсем там убрано, либо ну вот еды не хватит. Значит, не переживайте, не стрессуйте, а лучше вот этих своих гостей подключиться к тому, чтобы, например, все вместе убрать, либо все вместе там закупиться, приготовить еду. Вот это будет идеально, вот это будет правильно.
Так, еще важный момент. Кто-то у меня будет выбирать дорогой подарок, либо дорогую какую-то покупку. Значит, ориентируйтесь не на цену, а на качество, либо на отзывы о качестве вот этой покупки. А здесь большой риск того, что вам попадется какой-то продавец-гипнотизер, который вам там навешает, да, с 3 короба, и вы купите не совсем то, что планировали, да, чего хотели, и может быть даже не совсем того качества, которое там заявлено, например, да, на эту покупку. Будьте аккуратны, будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Так, деньги. Тут идет какой-то момент. Ну, у кого-то будет острая даже нехватка в деньгах, потому что вас кто-то подведет, либо та ситуация, на которую вы понадеетесь, немножечко по времени перенесется. Поэтому лучше подготовьтесь, да, либо договоритесь, чтобы вам кто-то в случае чего мог занять какую-то определенную сумму. Либо лучше, конечно, не тратьте все подчистую, и пусть у вас будет какой-то небольшой запас. У других же людей, вот особенно кто работает с деньгами, могут быть моменты каких-то недостач, не дай бог, конечно. Поэтому вот прям, чтобы вас никто не отвлекал, если вы работаете с деньгами, прям считайте все тютелька в тютельку, чтобы у вас прям все было точно как в аптеке. Потому что какой-то момент, ну вот, недостачи может быть. Я не могу сказать, по какой причине, действительно ли это будет недостача, либо что-то выяснится, но вот такой момент я у вас вижу. Нервы, переживания могут быть из-за этого. Поэтому будьте вот прям начеку, бдительные, прям, чтобы никто, ничто вас не отвлекал. Так, еще момент. Здесь какая-то женщина надеется на мужчину, на то, что мужчина ей будет помогать, либо что-то давать. Значит, мужчина, он жадничает, сразу говорю, он жадничает, у него есть, и он жадничает. Либо за что-то эту женщину хочет проучить, да, типа наказывает. Значит, девочки, здесь важно продавить, причем продавить, ну, я думаю, вы знаете своих мужчин, знаете, как надавить. Да, вот именно туда его продавите, и тогда все вам даст, все будет так, как вы хотите. Уходить в себя, там, обижаться, идти плакать у себя в комнате, нет, это вообще не вариант, это вообще вам не поможет. Здесь именно тот случай, когда нужно брать быка за рога. Вот, извините, но так скажу. Так, еще кому-то придется посещать какое-то учреждение, связанное с медициной, возможно, либо кто-то в больницу пойдет, да, либо будет в больнице кого-то проведывать. Значит, столкнетесь вы, скорее всего, с каким-то достаточно халатным отношением, таким вот сквозь пальцы, да, будут смотреть на вас люди там, либо вы увидите, что кто-то, да, спустя рукава делает свою работу. А вы прям, знаете, чуть ли вот прям как до кипения дойдете, да, от этой ситуации. Ну вот как-то так неправильно, и вы вот человеку укажете. Столкнетесь с тем, что люди какие-то непробиваемые, еще вам нахамить, кстати, могут. Что с этим делать? Ну, понимаете, тут никому ничего не докажешь. И что вы можете сделать? Ну, подайте жалобу, либо напишите там руководству вышестоящему. То есть, конечно, спускать это все на самотек не стоит. Об этом нужно говорить, и это очень важно. Но попытаться побороть эту систему в одиночку, ну, тут, скорее всего, не получится. Вот я вам просто говорю, что предупреждаю, чтобы вы не расстраивались и понимали, что нужно действовать более либо решительная, да, и действительно там писать жалобы, там обращаться там, не знаю, если там в больницу, то к главврачу, в министерство, может быть, там, как правильно называется, там, министру, может быть, написать, не знаю. Вот прям самым высоким людям нужно писать и показывать вот эту проблему. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.